Ну все, давайте начнем. Здравствуйте, Кине, еще раз. Здравствуйте, да. Вы в прямом эфире. У нас сейчас час дня, я не знаю, у вас, наверное, вечер. Да, у нас уже 7 часов вечера, и давайте мы все поприветствуем нашего экскурсовода, чьими глазами мы сегодня видим это невероятное место. Это невероятное место, библиотека ООД, которая находится в городе Хельсинки, Финляндия. И, Кюне, здравствуйте еще раз. Спасибо, что согласились выйти с нами в прямой эфир. Давайте представлю вам Кюне Мананен. Это наша землячка, которая уже больше 20 лет живет в Финляндии. Всем привет! Давайте сейчас... Как сейчас у вас дела в Хельсинки? Как погода? Как обстоят дела с пандемией? Добрый день всем зрителям этого эфира. В Хельсинки сейчас пасмурно, но очень приятная погода. Нету ни дождика, немножко ветерочек есть, но все равно очень благоприятная, хорошая погода. Я сейчас стою на фоне библиотеки Оли. У меня компьютер, то есть телефон не может полностью охватить ширину этого здания. Это мне надо далеко-далеко отойти, наверное, чтобы видеть. Вот я примерно так вот показывала. Так что добро пожаловать со мной в библиотеку. Друзья, уважаемые зрители, я хочу сказать, что вы можете задавать свои вопросы в чате на канале YouTube, то есть если у вас есть там такая кнопочка, можете задавать вопросы, я буду смотреть, и мы будем отвечать, точнее, Кюне будет отвечать на ваши вопросы. И давайте сейчас пройдем библиотеку и будем потихоньку рассказывать вообще, чем же все-таки эта библиотека заслужила такое звание, так сказать, самой крутой и современной в мире. Давайте пройдем уже. Вот, пройдем. Это фасад огромный, получается, здания. Хочу рассказать зрителям немного, что библиотека была открыта 5 декабря 2018 года. И это был огромный проект из средств городского и федерального бюджета. То есть, и еще хочу сказать, что когда мы искали человека, который будет проводить там эту экскурсию именно в Хельсинки, когда мы написали Q&A, я помню, она написала мне: конечно, я с удовольствием проведу с вами прямой эфир для наших жителей, для якутян, чтобы показать действительно это невероятное место. И мы были так рады, и слышать именно ваш восторг от того, что сами финны, жители и вообще приезжие очень гордятся этой достопримечательностью, можно сказать. Так ли это? Да, это очень большое событие. Как раз 5 декабря это было перед 6 декабря, как раз независимость Финляндии. Поэтому это очень большое значение имело для всех жителей финнов, чтобы открыть такую классную, красивую, модернизованную библиотеку. На нее потратили 98 миллионов евро. Да. Это получается, очень где-то 7 миллиардов рублей. И, конечно, были спонсоры, ну и за счет государства, и за счет нас, обыкновенных рабочих, которые платят налоги. Да, поэтому в Финляндии очень высокие налоги. Благодаря им государство живет. Вот я пришла внутрь здания. Это первый этаж. Вообще я хочу сказать, что там всего 3 этажа. Да, 3 этажа этой библиотеки, то есть 3 этажа абсолютного функционала, то есть сейчас мы постараемся максимально уложиться в эфире и показать вообще все функции данной библиотеки, что это не простая библиотека, как в нашем советском понимании, что там только книги и полки. То есть мы хотим показать нашим жителям, что современные библиотеки, они действительно, это общественные пространства для развития и творчества, что таких библиотек должно быть на самом деле очень много в России, не только в России, а вообще по всему миру. И давайте мы посмотрим первый этаж, получается рекреация, гостиная. Давайте начнем рассказ вообще, что, Q&A, вот вам первое, что больше всего нравится в данной библиотеке, вообще какое больше всего, скажем так. Больше всего. Сейчас я показываю, что тут
первый, второй, третий этаж и что находится на каждом этаже. Вот. Что мне понравилось в этой библиотеке, что сюда может прийти любой человек, независимо надо зарегистрироваться, не надо. Он просто приходит, когда ему хочется, как к себе домой, как в гости, пообщаться с людьми, много чего-то сделать, учиться. То есть там не нужен читательский билет приобретать или вообще просто человек заходит и берет все, что хочет, или делает все, что хочет, правильно? Правильно, да. И это все бесплатно. Это все бесплатно. Я вижу столовая, сначала кофейня, очень такая современная. Там она одна только? Нет, это на первом этаже один, на втором этаже другой. Вот такая вот лестница, если хотите, я поднимусь на второй этаж. Да, конечно. Эта лестница, кстати, была выполнена в форме ДНК. То есть там очень такая современная лестница. То есть это не просто так. То есть архитекторы работали над этим. И еще я знаю, что там есть в данной библиотеке общественная кухня, где вы можете бронировать заранее место в этой общественной кухне и просто приходить и готовить. То есть вы сами пользовались этой кухней? Я сама не была, я только смотрела. Так она всегда бывает занята, свободна, вообще люди приходят, чтобы прийти, там на кухне плитка, все есть. Все вместе пойдем, зайдем, посмотрим. Людей сейчас там немного, да? Вот если смотреть старые фотографии, то там, которые вообще библиотека, всегда очень много людей, детей, вообще всех возрастов. Сейчас я смотрю, там немного людей, да? Все-таки пандемия, да? Поменьше людей все-таки. Вот мы поднялись на второй этаж. Что у нас на втором этаже? Я вижу компьютер. Так, это у нас компьютеры или это... Да, это компьютеры, и человек может прийти со своим ноутбуком, сесть спокойно здесь и работать, правильно? Wi-Fi в общем доступе, то есть любой человек приходит. Это у нас дальше переговорные начинаются, да? Это нет, это компьютерный зал. Да, насчет компьютерных залов тоже была очень интересная тема, что они тоже абсолютно бесплатны для горожан, то есть любой человек приходит, заранее бронирует в интернете себе space, то есть место, точнее, и заходит, играет. Лимит там 2 часа, по-моему, да, игр этих компьютерных? Да. Отлично. А вот это вот игральная комната. Которая VR-очки есть в этой игральной комнате полностью. Ее тоже заранее бронируют, и все это абсолютно бесплатно. То есть, мне кажется, там, если бы в России у нас такое было, у нас было бы куча школьников там. А как же в Финляндии? И взрослые сидят, играют. И вот вторая игральная комната. Тоже вот всякие разные оборудования, там можно и караоке да, вижу, петь. Да. Караоке есть даже. Они закрыты, их надо специально что-то открывать же, да? Они закрыты, они закрыты, потому что вот, как сказать, когда бронируешь, тогда уже дают тебе ключ, и ты заходишь и можешь пользоваться. Ну, представьте, у нас в России была библиотека с бесплатными компьютерными залами. Это же как-то вообще невероятно. Там сидят ученики и учатся. Это переговорные, видимо, да? Да. А вот эта вот стенка, да, вот это вот, оно за этой стенкой и снимают видео. Можно записать, тут даже написано студия видео и аудиозаписи. То есть это звукозаписывающая студия? Да, поэтому здесь такая пробковая стена, которая может что происходит за этими стенами. То есть то же самое, любой человек бронирует место в звукозаписывающей студии, может спокойно прийти, записать песенку, снять видеоролик. Да. А вот я вам показываю карту второго этажа. Это второй этаж. Что там еще расположено? Вот то, что я... Вот я здесь нахожусь. Вот. Студия.
Потом за студией вот там кухня будет. Сейчас мы пойдем вместе туда, кухня. Я поднялась по этой лестнице по круглой, пошла и увидела игральные комнаты, студия. И тут разные кабинеты. И там дальше потом пройдем. Там такие лестницы большие, люди прям сидят. Можно сидеть, лежать, писать, читать. В общем, То есть я там могу нет, даже то есть там нет снять. такого, что, то есть в принципе можно на целый день прийти и сидеть, и нет там охраны, которая будет вас выгонять за то, что вы проводите время слишком много, или, опять же, там шумите, или там... То есть там абсолютно безлимитно можно проводить столько времени, сколько вам потребуется, правильно? Абсолютно верно. Замечательно. Абсолютно верно. Правильно. Вот еще одна студия. Их две, да? Тоже звукозаписывающие. Так, сейчас посмотрим. Я не могу сказать точно. Будем вместе со мной изучать. Расскажите, пожалуйста, ваши, кстати, первые впечатления, когда вы в первый раз пришли в эту библиотеку вообще? Какие Когда испытания? я первый раз сюда пришла, мы договорились с подружкой встретиться. И она мне говорит, пойдем в такую новую библиотеку. Ну, пойдем. Что это за библиотека? Когда я пришла, я была так восхищена, так поражена, что такое красивое здание построили. Так, это у нас кухня? Это что? Нет, это не кухня, это тут написано для сотрудников. Staff only. Да, вот там гардероб, наверное, ящики для личных вещей. И вот они тут, наверное, отдыхают. Расскажите, пожалуйста, еще вообще по поводу сотрудников. Я смотрела информацию, что там совершенно, то есть там буквально вот на все 3 этажа этой огромной библиотеки сотрудников всего 50 человек было. Да, их немного, очень как бы мало сотрудников. По-моему, да, их где-то около 50 человек в настоящее время. Вот еще одна студия, а тут написано студия для снятия фильмов. Фотостудия. Да, фотостудия, видео, да, вот, правильно. Расскажите нам, пожалуйста, о том вообще, вот, что по вашему мнению, вообще по мнению финского народа, так сказать, что раскрывает, то есть для чего вкладывается государство и вообще город, и вообще вот спонсоры частные, открывая вот такие огромные вот общественные пространства, которые совершенно бесплатны для населения. Вообще, как вы думаете, вообще, что вкладывается в такие проекты? Цель проекта, наверное, такая, чтобы люди встречались, развивались, ну, в общем, чтобы занимались хорошими делами и ничего, чтобы не было, чтобы проводили полезно, хорошо время, продуктивно, встречаться, обучаться, что-то делать, интересоваться, проводить лекции. Здесь можно и лекции проводить, презентации, все. Вот я снимаю студию. Замечательно. Я даю. Следующая студия. Барабаны вижу. Там кто-то уже что-то записывает, какой-то трек. А скажите, как вы считаете, как это отражается вообще на молодежи в целом, вообще не только на финское, вот именно вот такие пространства, на население, на молодежь вообще, вот когда, как вообще сами финны отреагировали? То есть, мне кажется, была большая, не то что реклама, а, наверное, все-таки все знали, что планируется такой огромный проект, который будет интересен не только вот в самой Финляндии, но на самом деле информации про данную библиотеку очень много, и на всех разных языках, со всех стран очень много статей пишут уже про эту библиотеку, что очень многие заинтересовались именно таким форматом. И вообще, как вы считаете, как это вот отражается именно на молодежи и вообще на населении в целом? То есть... Ну, естественно, это же для народа построили библиотеку, для молодежи, для людей, для всех. И я думаю, что государство не хочет, чтобы дети прозябали, где-то гуляли, чем-то плохим-то занимались. И поэтому они сделали, чтобы дети, именно молодежь, здесь проводила очень много времени. Угу. Это у нас кухня уже, да? Это у нас кухня, да. К сожалению, я не могу сюда попасть. Сейчас посмотрю.
Нет, я не могу сюда. Это надо, наверное, заказывать. В общем, вот, я не знаю, видно вам, не видно. Да, видно, видно, Подсвечивает мне. все замечательно, все видно. Да. Вообще, я хочу еще немного сейчас рассказать о нашей библиотеке, которая открылась тоже. У нас библиотека открылась, кстати, нам сегодня скоро будет год. Мы открылись в октябре прошлого года. Наша смарт-библиотека. Мы на самом деле очень немного с гордостью тоже можем сказать, что мы такая мини-версия, мини-копия данной библиотеки ООД. То есть потому что в нашей библиотеке тоже очень много функционала. Мы стараемся проводить, то есть у нас есть свой культурный центр, на котором обучают на классических музыкальных инструментах. Это совершенно бесплатно. У нас есть арт-студия, в которой мы проводим, конечно, сейчас в период пандемии все это в онлайн-формате, в ограниченном режиме, но когда все это было, то есть открыто, проводились различные бесплатные курсы по живописи в этой арт-студии. Также у нас есть студия, где обучают на национальных инструментах, то есть специальные учителя, вот это все работники, которые все это, всему этому учат. И туда можно попасть, то есть к нам можно попасть совершенно бесплатно. То есть мы набираем иногда, ну не иногда, вообще группы. Также мы проводим различные мастер-классы, то же самое, мероприятия. Очень интересные мероприятия, и они совершенно бесплатны. Я вот еще хотела уточнить по поводу мероприятий, вот именно вот каких-то крупных. В данной библиотеке вот проводятся мероприятия такие масштабные, вот именно вот для всех. Вообще там, знаете, нет? И, честно говоря, я не была ни разу, да, но я думаю, что обязательно проводят что-то интересное такое вот. Вот, на самом деле я не была ни разу, так, если честно сказать. Это у нас просто компьютерные центры. То есть компьютеры стоят. То есть любой человек может прийти и заниматься работой, заниматься своим делом. Абсолютно, да. их очень много. Ну, народу много. Да, вот как вот дальше я вижу. Это что у нас? Принтер? Интересные. Нет, это клепки, типа клепок, наверное, ставить. Сейчас посмотрю. И там у каждого прибора, то есть стоят вот эти инструкции, вообще как этим пользоваться. Вот такие вот инструкции есть. На английском, на финском, на двух языках, да? Или только на финском? На финском есть, да, на финском и на английском. Это пресс. Какой-то пресс. Пресс именно вот ламинирование, наверное, что-то такое вот. Да, видно. Замечательно. То есть любой человек может прийти и все это сделать себе, все что угодно, все, что он хочет. На футболке, например. Заламинировать. Рисовать, заламинировать, да. Вот. Такой вот манекен есть. Это швейная мастерская, швейная мастерская отдельная, да, которая есть тоже в этой библиотеке, я читала про это. То есть там стоят швейные машинки. Давайте посмотрим на швейные машинки. Вот я где-то там видела вдалеке. Вот, да, вот швейные машинки, вот на которые вот люди работают. То есть главное, надо прийти с своим материалом, то есть спокойно приходишь, шьешь все, что тебе надо. И это все абсолютно бесплатно. Вот такие современные. Такая вот швейная машинка есть, там другая есть, их очень много. Сейчас вот сниму. Обыкновенная такая. То есть человек приходит, швея, или заштопать себе что-то, и ты пришел в библиотеку и заштопал себе быстро что-то. Главное со своим. Такие делать, все есть, бумага есть, все предоставляется. С собой ножницы, наверное, материал. Гладильная доска, зеркало и манекен, вообще. Я в шоке. Представляете? Все бесплатно. И вот люди-то вот ходят, есть.
читают, учатся, общаются. А там нет такого знака, То- что тишину соблюдать, или, в принципе, в открытых пространствах нет, вот в отдельных вот кабинетах, наверное, в залах, все-таки, наверное, есть соблюдать тишину, выключить телефоны. Все равно люди все равно тихонечко между собой разговаривают, А чтобы это не у нас мешать. что А за... это вот зал такой принтер 3D, по-моему, называется. 3D Такие вот делают. принтеры? Мгм. 3D принтеры. И они бесплатные? Они бесплатные, просто записываешься туда э, заранее, есть по интернету, и приходишь сюда и делаешь то, что тебе нужно, потому что это очень дорогие принтеры, в Да, самом 3D. деле. Я в шоке. Тебе туда к одному Они открыты? А там есть инструктор или работник, там который показывает, как это делает, как это работает? показывает, как он делает. Что-то он сейчас стоит делает, да? Что-то он делает, да. В нашей библиотеке, кстати, тоже имеется 3D принтер, который мы Вот еще. в скором времени тоже введем в эксплуатацию. Мы все с нетерпением этого ждем. Ага. Вот что-то Я думаю, наушники. наверное, у вас в очереди стоять. Мне тоже так кажется. Не кажется, а точно. Потому что вот видите, смотрите, я сейчас подойду с другой стороны. Вот компьютер. Сюда я вожу свой диск. Угу. И вот тут, видите, тоже инструкция. Как это Как все? пользоваться. Любой человек может прийти, вот даже как я, да, вот сейчас, что-то себе спринтовать. Просто себе что-то сломалось, вы можете прийти себе что-то сделать абсолютно бесплатно. Да, и тут же постоянно есть работники, они всегда могут помочь. Вот 3D, вот программа ее. Вообще просто как-то вообще невозможно в это поверить. Так, у нас тут вопрос. Давайте я зачитаю вопрос. Вопрос вот так. Кюней, скажите, как отреагировали финны на открытие такой библиотеки? И были ли библиотеки популярны в Хельсинки до этого? Вообще, какие библиотеки, наверное, были еще до открытия этой библиотеки? Как вы думаете? До этого были всегда как бы обыкновенные, да, вот простые. Вот, а вот народ как бы хотел придумать себе именно вот такой вот современного формата, что ли, можно сказать, модернизованный, чтобы люди приходили сюда, занимались, учились, развивались. Сейчас я зайду в один зал. Это что за зал Я у не нас? знаю, что это за зал. Вот, видите, я вот зашла в зал какой-то. Даже и не знаю. Надо прочитать. Это, видимо, какой-то экскурсионный зал, какой-то тематический какой-то. Что там? Это сохранение природы. Да, ледники. Да, ледники какие-то, сохранения. Исследования какие-то именно про ледники. Тоже такой познавательный зал, видимо. Какой-то, да, именно вот особенно хорошо вот для школьников. Да. Такой вот зал. Кюней, скажите, пожалуйста, мне очень интересно, на самом деле, вы живете уже больше 20 лет в Финляндии, а до этого вы жили... Я, если точно, я живу 19 лет в До этого Финляндии. вы жили в Якутии, верно? До этого я жила, перед тем, как переехать, жила в Питере и в Москве. В Якутии? Конечно, родилась и выросла я в Якутии. В 17 лет я как школу закончила и уехала из родных мест покорять мир, учиться. В то время вы ходили в библиотеки наши городские? Вообще, сколько лет назад? Какие библиотеки посещали? Наверное, это более традиционные вообще. Какие библиотеки помните у нас в Якутске? Я посещала обыкновенные библиотеки, куда приходишь,
берешь на прокат Книги. книжку, да, и потом, и если читальный зал, если какие-то есть редкие книги, которые не можешь взять домой, тогда в читальном зале читала их. Вот. А вообще сейчас вот именно вот эта библиотека, которая в Хельсинки, как вот часто, например, лично вы туда ходите или финны, как часто посещают эту библиотеку, как вы думаете? Вообще, как часто и зачем туда ходят? Встречаться с людьми Я больше или там... финны сейчас- Я думаю, сейчас финны, не только финны, а вообще люди меньше стали посещать библиотеку, потому что все доступно в интернете, все есть, Мгм. есть электронные книги, все, и, как вам сказать, меньше стало посещений. Я думаю, что вот эту вот современную библиотеку, наверное, построили для того, чтобы людей больше привлечь, объединить, что ли. А, Чтобы да, люди как-то, наверное, раскрытие какого-то именно вот швейная мастерская, студия видеозаписи, там очень много переговорных, скорее всего, чтобы люди занимались делом, чтобы в них была мотивация творить, потому что на самом деле имеет, мне кажется, большое значение именно пространство или то место, где ты находишься, именно вот для работы, для мотивации, для того, чтобы реализовывать какие-то идеи, какие-то проекты. И мне кажется, было бы, если бы, ну, лично если бы я жила в городе с такой библиотекой, я бы очень часто встречалась с друзьями, с единомышленниками, просто чтобы обсудить какую-то идею, сидеть, вот забронировать какую-то переговорную. И действительно в таком пространстве, мне кажется, невозможно просто сидеть и ничего не делать, а хочется что-то творить, что-то узнавать и действительно быть занятым и заниматься делом. Если бы в России было больше таких пространств, именно общественных, и очень важно, чтобы именно были бесплатные, то, мне кажется, очень и как молодежь, и вообще население было бы просто в восторге, и они действительно было бы развитие именно человеческого потенциала, вот именно вот таких современных, и когда все это, конечно, действительно бесплатно, и когда это действительно круто, это не просто, знаете, вот просто сделать, а там действительно используются действительно такие материалы дорогие, как вот взять элементарно те же 3D принтеры. То есть, ну, кому надо закупать для людей еще бесплатно эти 3D принтеры, тем более они очень дорогие. То есть, мне кажется, государство действительно вложилось в эту библиотеку с четкой целью, то есть в этот проект с четкой целью, чтобы люди действительно развивались творчески и вообще хорошо проводили время с пользой. Это у нас такие места отдыха, зоны отдыха, да? Да. То есть можно просто спокойно прийти со своим ноутбуком, сидеть на таких удобных креслах и учиться, заниматься, работать. Совершенно верно. Я просто тихо говорю, потому что Нельзя тут говорить люди громко, сидят, да? читают, я не могу тут много говорить. По поводу самих читальных залов. Читальные залы у них расположены на 3-м этаже, верно? Да, тут я и нахожусь. А тут еще у них вот можно просто вот... Мне нравится, что вот у них окна панорамные. Просто с таким видом сидеть и работать, мне кажется, это одно удовольствие. Девушка сидит, учится. Поднялась на самый пик. И вообще в нашей стране я на самом деле очень рада, что в нашей стране не только вообще есть все больше таких библиотек открываются, потому что, может быть, не таких вот масштабных, как в Хельсинки, но с такой же целью. И у нас очень много таких библиотек. Ну, взять, например, в нашем Якутске, как наша библиотека, у нас тоже является общественным пространством, и что мы идем в ногу со временем, что библиотеки сейчас это не просто вот книжные полки и книги старые такие, то, что это действительно крутое место для развития вообще, для именно потенциала человеческого и вообще для населения, чтобы люди были действительно
Очень рада, наверное, проводили больше времени. А на третий этаж, вот полки с книгами, наконец-то я их вижу. Это они расположены на втором этаже или на третьем? На третьем. А, вы уже на третьем этаже, верно? Я пока не могу говорить, что здесь читают. Все, поняла. Все. А скажите, пожалуйста, там сотрудников в библиотеке не видно? Я вам покажу. Здесь такая тишина вообще. Книжки смотрите. Видно? Видно. Такие книги, все. Вот это вот уже какая-то как библиотека. Я надеюсь, я не на громкой связи или я на громкой связи там у вас? Я не слишком ору? Не, вы говорите, у меня тихо. Их здесь около 100 тысяч. С этими книгами сортируют, когда люди же сдают. Там есть 3 робота. Роботы. 3 робота, которые сортируют, а потом люди... Вот один библиотекарь, сейчас я сниму ее. Они же оставляют по полкам, а сортируют роботы. Надо же как. Вот, видите, вот это вот женщина раскладывает по полочкам. Там еще один мужчина. Такие вот полочки. Вы случайно не знаете, там есть книги на русском языке или на... Есть. То есть там на многих языках, да? Есть, да. Есть и на русском, на разных языках. Я точно не знаю, на скольких языках, но на русском точно есть и на разных языках тоже есть, потому что это же международный. В библиотеке статус международный, да? Да. Смотрите, какие тут всякие разные. Все замечательно. Такая штучка вот. Скажите, а вы книги берете в данной библиотеке, обычные вот такие вот бумажные книги? Да. Там еще... Я, конечно, не такой активный участник, как бы пользователь библиотеки, но когда вот мне что-то нужно, интересно, я прихожу, но все это делаю через интернет. Прихожу и забираю. Потому что там есть, я читала, есть еще планшеты, которые просто можно использовать. Там случайно не видно их. Там была стойка с планшетами современными. То есть можно брать спокойно эти планшеты и читать на этих планшетах. Ой. А вот видите, такой вот уютный зал. Такая тишина. Такая тишина. Все молчат, читают. Посмотрите. Да. И я вот что заметила, меня очень радует, что в этой библиотеке, вот пока мы вот шли, там всех возрастов, и молодежь, там сколько не молодежи, столько взрослых людей, и это на самом деле очень радует. Лестница, которая... Я подошла к этой лестнице, видите? Вообще красота. А вы сможете сейчас на улицу выйти, там вот уличная веранда, которую... Тоже... Могу, тогда я там могу разговаривать. Да, давайте на веранду выйдем. Это получается там кофейня, или там можно прийти со своей едой, сесть и кушать, или что? Это просто столы? Здесь есть небольшая кафешка. Вот. Там можно как бы выйти на улицу. Можно выйти на улицу, сидеть, читать или встретиться с друзьями. Эта библиотека находится в центре Хельсинки, да? Национальный музей. Вижу. Это парламент Финляндии. То есть это самый центр? Самый центр, да, в самый-самый центр. То есть я еще читала, что финны считают, что библиотека тоже достопримечательность своя какая-то. Большая. Все гордятся этим зданием. Любят его. Вот
Вот такая вот террасочка на улице, Вообще где вот люди просто сидят, уютная терраса. общаются. Ага. И вопрос еще хотела задать. Вы вообще, как вы как посетитель, что думаете вообще по поводу современных библиотек? Вообще, как они должны развиваться и что является библиотекой именно сегодня? Вообще, как вы считаете? Что бы вы Я хотели, чтобы еще, может быть, было в библиотеках современных таких? Я даже не могу добавить, что должно быть. Я уже поражена и удивлена, что вот сейчас в этой библиотеке есть уже вот эти разные оборудования, которые очень дорого стоят, и у людей, например, нет средств, или, например, студент, или, например, какой-то начинающий предприниматель, там, фирму свою открыл, он пока еще, не может напечатать свои эти самые всякие разные брошюрки, там, или плакаты там рекламные, то все, и я думаю, что любой человек сюда может прийти, все это сделать, и абсолютно бесплатно, не надо ничего платить, и люди этим пользуются, радуются, гордятся, и Вот это, мне кажется, самое главное, я что... лично- Ага. Мне кажется, это самое, действительно, это то, что вы сказали, действительно, это самое главное, что должно быть в современных библиотеках, не только вот в таких крупных городах, как Хельсинки, но и в таких же в маленьких городах, как, например, наш Якутск. И я рада, что у нас в нашем городе есть библиотека такая же, практически наша смарт-библиотека, которая тоже открылась год назад, и у нас очень много функционала, именно вот проект городской, то есть именно с целью, чтобы люди развивались, различные бесплатные мастер-классы. У нас также очень много зон отдыха, таких же хороших, удобных, где любой человек может прийти и просто почитать. Также у нас есть детская комната с библионянями, где вы можете прийти с детьми, и за вашими детьми может просто смотреть, пока вы читаете, работаете. За вашими детьми могут смотреть специализированные работники нашей библиотеки. И я бы, то есть, спасибо, Q&A, большое вам за данную экскурсию. Я думаю, вы уже, наверное, устали. Хочу сказать всем зрителям... Я еще и вам не показала детский уголок. Точно, мы забыли про детский уголок. Я, главное, упомянула про наш детский уголок. Давайте посмотрим. Сейчас еще раз. Тут можно купить кофе, чай, бутерброды, читать. И почему это очень шикарно для детей, и для взрослых, и для молодежи. Сейчас я вам покажу детскую парковку. Детская парковка, это называется, коляски там стоят. Давайте посмотрим. Работник библиотеки. Видите, он раскладывает книги. Сейчас вот пришли родители с маленькими детьми. Видите? У них тут есть детская комната для детишек. Там стихи читают. В определенное время, конечно. Там тоже, получается, есть библионяни, работники библиотеки, которые тоже занимаются детьми, да? Ой, вот тут маленький. А вот детская парковка для колясок, смотрите. Вообще супер. А там студент учится. Это детские стулья. И игры настольные, это детские, это вот местные, библиотечные, да? Да, все библиотечные. Замечательно. А сама детская комната где? Вот она, да? Вот тут детские книжки. Вот. А тут детский уголок. Вот, вижу, да, детский уголок этот. Детский уголок. Сейчас дальше. Тут есть сразу туалет, если надо памперс поменять. Да. Тут еще одна комната есть. Смотрю, можно ли туда войти или нет. Если она закрыта, значит она закрыта. Не, она закрыта.
Вот такие стеллажи с книжками. Ну, здесь в детской зоне уже разговаривать можно, правильно? Можно, да. Вот все вот тут уже разговаривают. Сидят. Вообще замечательно. Давайте зайдемте в туалет. Давайте посмотрим. Вот. Давайте посмотрим. Тут написано туалет для детей. Горшки еще там есть. Горшочки есть. Понятно, просто все для... Это я. Здравствуйте. Помашите ручкой. Вот. Такой вот унитаз. Пеленальный столик, наверное, где-то там есть. И пеленальный вот, столик. да, я угадала. Вот. Замечательно. Так, полотенце. Так что все. Все отлично. Все для населения, вообще все для людей, для детей, вообще для взрослых. Я вот живя в Финляндии, я до сих пор очень радуюсь, что я здесь живу, в этой стране. А это детская, ребенок маленький, это что? Это просто... это... Да, это именно для... Это именно для детей. То было как бы для инвалида и для детей, а тут только что с маленькими детишками. Замечательно. То есть вы можете представить, что тут в библиотеке вот наши... чтобы еду, кашки подогревать. Кресло села и накормила. Вообще невероятно. Ой, какая я лохма. Ну всё. И мне кафель нравится, красивый такой. Просто. Это просто невероятно, то, что это библиотека. Даже в туалете. Вообще. Вот. Вот еще вы что больше всего вам нравится в этой библиотеке? Что просто можно, что много переговорных или таких уютных зон вообще, вот именно лично вам? Книги, может, там фон какой-то эксклюзивный. Вот эта зона. Мне нравится эта зона больше всего. Особенно вот сейчас я поднимусь по лестнице. Угу. Так. Я вам еще не все показала. Да, ждем. Я вам показалась наверх с другой стороны, где был читальный зал. Угу. Там была тишина. Здесь еще можно говорить, разговаривать. Здесь розетки есть, можно сесть, подзарядить. Да, мне кажется, розетки должны быть везде. Если мне я могу сесть и тут же зарядить. Вот такой вид классный. Вообще замечательно. А это вот детская площадка, тут написано. Надо обувь снимать. А что там детская площадка? Да, нельзя. И вот там дети могут бегать. Вообще супер. Видите, даже знаки такие. Видите? Да. У нас тоже есть детская комната замечательная с сухим бассейном, с песочницей современной. Именно внутри здания, что ли? Да, у нас в библиотеке есть очень современная комната детская. Туда тоже снимать обувь надо. Там ковролин, там есть сухой бассейн, там есть песочница современная, там есть игрушки, книжки детские. И сейчас на данный момент у нас 2 библионяни, которые вот занимаются детьми тоже любого возраста. То есть можно прийти, оставить здесь ребенка и пойти работать, читать. Да. Вот. Смотрите, у нас время эфирное подходит к концу, к сожалению. Да, уже немного надо будет закругляться нам. Скажите, пожалуйста, вообще, что я хотела спросить в конце? В принципе, я все. Может быть, вы что-то хотите сказать нашим жителям, вообще якутянам, вообще по поводу, не только по поводу библиотеки, вообще что-нибудь. Поделитесь своим мнением, впечатлениями вообще по поводу данной библиотеки. Я очень рада, что у меня есть возможность здесь находиться, здесь быть, наслаждаться, учиться. Тут даже в Финляндии можно учиться в институте, независимо от возраста, бесплатно. Есть и частные, конечно, есть и бесплатные. И вот
Поэтому мне очень, очень нравится это государство, эта страна, все для людей. И когда делали название, решали название этого библиотеки, у всех, у всего народа спрашивали, именно финского, у всех спрашивали, было голосование, как эту библиотеку назвать. То есть название придумывали еще, было народное голосование, Да, да? да, и люди это приняли и решили. А как Такое переводится? Почему название. именно ООД? Оди это как бы на финском, а на русском означает ода. Ода? Ода? Ода, да. А, И вы в интернете можете зайти и узнать, что это такое ода. Ода это как бы на греческом означает, которая вот писательница этих стихов, оды разные же есть. Да. Там все вот вообще. И Кинель, люди сами давайте мы на вас сейчас еще раз посмотрим. на меня. Да, Да, сейчас. на нашего экскурсовода сегодняшнего. Да, подождите. Я не туда нажала опять. Ничего страшного. Так, буду тренироваться. Как же, куда же мне... вот, нашла. Там, где должно быть, да. Все? Да, давайте мы еще раз поприветствуем нашего экскурсовода. Да. То есть название придумывали народным голосованием. Это для меня новость. Вообще хочу сказать всем зрителям, те, кто будет в Хельсинки, обязательно вообще посетить эту библиотеку, эту достопримечательность, потому что это действительно невероятное место, в которое просто невозможно поверить, что вообще такие пространства создаются. И все это идет в ногу со временем, что библиотеки нынешние не такие уже вот полностью меняют представление о библиотеках, именно вот Хельсинская библиотека современная. И поэтому обязательно, кто будет в Хельсинки, обязательно сходите, посетите и расскажите нам. Кине еще раз... Еще хотела рассказать еще. Посмотрите, какие потолки. Это идет как облака. И прям цвет как будто выходит. Ну, вот. Такое вот интересное. То есть там вообще все продумано до мелочей, чтобы людям было комфортно. Ведь все вот такое идет волнистое, и как будто вот, поняла, вижу. И еще я забыла сказать, сейчас вот вспомнила. В этой библиотеке работала одна землячка, Татьяна, ее зовут Васильева. Она работала полгода здесь, да. Я хотела ее пригласить, но она, к сожалению, не смогла, потому что она работает постоянно в другой библиотеке. Замечательно. Вот. Всем землякам привет. Всем привет передает. Хорошо, Кине, еще раз спасибо вам большое за то, что вы согласились показать нам эту библиотеку, за что потратили свое время. Спасибо вам за вашу отзывчивость. И надеемся, что мы будем на связи. И спасибо еще раз за то, что просто отозвались и показали не только вот работникам нашей библиотеки, а вообще жителям Якутска. Это невероятное место. Мы вам очень благодарны. Спасибо большое. Давайте попрощаемся с вами, покажите себя. Попрощаемся, да, и вот я опять спускаюсь. Это второй этаж, это где вот пространство. Все вам показываю, как люди сидят и отдыхают. Все замечательно. Я прям хочу сейчас же оказаться там и сесть просто со своим ноутбуком и что-то делать. Все, я вас всех люблю, всех обнимаю. Все, спасибо вам большое, мы тоже вас обнимаем. Себя покажите напоследок. Давайте попрощаемся. Научились уже переключать там камеру? Я уже научилась. Ну все. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. Всем до свидания, всем зрителям. Всем спасибо, что были с нами, смотрели эфир. И всем пока. Всем пока. До свидания.